14 утром я обратно заехал в УВД, и мы не знали, что делать, потому что людей собралось очень много, они хотели двинуться в сторону суда. Тогда я случайно встретил Бекназарова. Он, оказывается, утром приехал в город Джалабад, случайно встретился с ними. Я с ним уже не встречался последние 3 года. 3 года я с ним не здоровался. То есть, как говорится, по рукам я его еще не видел. Но в то время мы все забыли, мы с ним сели, начали думать, как выходить из ситуации. Главная задача – остановить людей, чтобы они не вошли в суда. И мы придумали, что нужно обязательно договариваться. Он привез узбеков Сузака, Бекназаров. Я сразу скажу, уважаемые журналисты, приезд Бекназарова в город Джалабад 14 июня оказался очень положительным. Очень положительным, потому что мне нужно было любой один из человек из властей, с кем нужно было разговаривать, чтобы разрешить проблему. И он привез узбеков Сузака, я привез представителей собранных людей и начали переговоры. Было поставлено 3 условия со стороны кыргызов. Это первое, чтобы узбекское часть населения должны были попросить извинения перед кыргызами, кыргызская часть населения, за высказывание Батырова. Это раз. Второе. Они должны были, как говорится, сказать, что Батырова никакой связи не имеет, и попросить, чтобы Батырова осудили по закону или там к ответственности. Да? Третье условие – сдача оружия. И те, и другая сторона согласились, и в этих условиях Бекназаров попросил меня выйти, объявить народу. Я вышел, объявил народу о том, что нужно было, что было в разговорах. Люди в это время уже начали двигаться в сторону администрации. Мы их остановили где-то по улице Ленина, возле, в центре, возле универмага Айгуль. Остановили, и я объявил все это момент. Но люди каким-то образом, там много было провокаторов, много было людей, которые действительно хотели войти в суда. И в конце концов мне пришлось сказать людям, выйти на них и объявить, что я безоружный, без бронежилета, и обратился к 10-тысячным людям всем. С первого говорю, стреляйте в меня, пожалуйста, я готов, стреляйте в меня, можете меня здесь убить, потом перейти к узбекам. Вот. Если вы кыргызы, этого не сделаете. Если вы нет, тогда этого сделаете. Тогда люди опомнились, они слышали наш крик души и остановились. Тогда я попросил их разойтись, и люди послушались, 10-тысячная толпа разошлась. Я сразу же связался с первым замминистра Мелисом Тургамбаевым, который находится в городе Джалабаде, и попросил его, в течение часа народ уйдет. После часа оставшиеся люди, это уже не народ, это уже бандиты, мародеры, которым нужно применять силы. Я его попросил об этом. И он правильно сделал. В течение часа-другой вывел на улицу спецназ с техникой, с оружием и начал применять соответствующие меры согласно законодательству. Таким образом, нам пришлось остановить толпу, таким образом нам пришлось очистить город Джалабад.